Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Видео можно посмотреть на канале Крым Реалии, напомню, а на радио Крым Реалии радиослушатели может услышать, что же мы тут обсуждаем. У микрофона Катя Некречия. Этот эфир я записываю по скайпу. Ну и Эльзара Ислямова, гендиректор студии Караденис Продакшн, с нами на связи. Эльзара Ханум, приветствую вас. Очень взаимно приветствую. Хорошего вам дня нам всем. Спасибо, да, вам также. Ну, я уже сказала, что мы записываем этот эфир, но тем не менее, если есть вопросы у аудитории какие-то, их можно задать или в комментариях под YouTube-трансляцией, или же всегда это можно сделать, позвонив по номеру 8 800 10 06 926, оставить свое сообщение, может быть, какой-то вопрос. Мы с Эльзарой периодически, вот в прошлом году записывали эфир, в начале года он был опубликован, и общаемся, поэтому если есть вопросы к экспертам, которые подключаются к нашим эфирам, мы готовы какие-то новые темы поднимать, эти вопросы задавать. Это всегда интересно, когда аудитория интересуется тем или иным продуктом. Эльзара Ханум, ну мы с вами вот записывали интервью в конце 2021 года, немного вроде как, ну да, говорили о том, что вы планируете в 2022 году. Хочется, вот знаете, такой вот как-то общенастроенческий вопрос задать по поводу того, каким вы видите этот год? Вот вы человек, очевидно, который системный и планирует много всего, да, но начало года, вот эмоционально, чисто для вас, как вам, не изменились ли уже ваши планы вот на момент середины февраля 2022 года? Конечно, нет, у нас всегда планы, они не меняются, план один — идти вперед, быть полезным своему народу, все делать, все, что связано с сохранением крымско-татарской национальной идентичности. Это наша самая главная задача нашего портала, нашего Караденис Продакшн и всех тех, кто у нас работает. Поле огромное для работы, поэтому, ну, не чтобы мы там, знаете, там где-то искали для себя задачи, они у нас просто вот стоят, только находить бы возможности, ресурсы, как человеческие, так и, естественно, материальные, денежные. Вот. Поэтому мы каждый день над этим работаем, абсолютно в разных сферах. Это связано и с проектами образовательными, историческими, культурными, детскими. Вот это вот наше направление. Мгм. Эльзара Ханум, а вот относительно, вы человек телевидения, да, и вот то, что в последние годы вы занимаетесь "Ютубом", на самом деле, как многие телевизионщики, или параллельную такую деятельность проводят, да, или же, в общем-то, переходят в "Ютуб". Я смотрю, например, по своим коллегам, там, из университета, которые тоже телевизионщики, но есть те, которые перешли в "Ютуб". Это отдельные тоже продакшены, отдельное производство, там работа, то есть это тоже видеоконтент, но на самом деле там очень много тонкостей, если мы говорим про YouTube. Вот у вас сейчас кого больше, телевизионщицы Эльзары или уже такого там YouTube Эльзары, или, может быть, уже киношницы Эльзары? Как вы себя сейчас ощущаете? Знаете, вы абсолютно верно подметили, что это, знаете, постоянно такая борьба форматов телевизионного и такого YouTube, да, там интернет-формата. И хорошо, что у нас ребята, такая вот команда, с которой у нас постоянно происходят такие конфликты рабочего плана, да, для того, чтобы вот определить. У нас где-то вот есть такое, я говорю, такая армия с Лилией Ханум Буджуровой, которая уже очень-очень много лет в телевидении, она видит вот этот формат классический, и, конечно, молодежь подрастающая, которая нас в этом вот отношении немножко отводит и говорит: вот, посмотрите. Ну, здесь же очень легко ориентироваться, все определяется показателями эффективности. Чем больше просмотров, чем больше охват, чем больше тот процент, по которому досматривают до конца, значит, это говорит о том, что мы в правильном направлении, мы правильно работаем для этой аудитории. Поэтому мы в этом отношении, мы не находимся в каком-то, понимаете, там, в каком-то поле, где мы не знаем, куда нам идти, налево или направо. Вот в телевидении даже эта проблема, несмотря оно же тоже постоянно меняется, потому что это самый, я считаю, что это сектор, который быстро развивающийся, стремительно развивающийся, как и телевидение, так и то все, что связано со зрителями. И там основным вектором был рейтинг, да, под которыми подписывались тогда на телеканале, который у нас был страшно дорогой, мы платили около $10 тысяч в месяц, чтобы понять, какой фидбэк от наших зрителей. И мы видели там, допустим, по Заману, по новостям, вот переключился ли наш зритель там, смотря вот этот сюжет. А может, он остался.
также по программам. И вот у нас каждый день собрание, и мы уже на утро имели показатели с прошлого дня и видели, насколько эффективна была та или иная программа, не говоря уже о целом цикле. И мы принимали достаточно такие, знаете, резкие решения хирургические, не смотрят там неделю, месяц, убираем эту программу. Даем, конечно, шанс на изменение формата, но если не помогает, потому что там не только в формате могло быть дело, там, ведущим и так далее. То есть мы тогда за это даже платили, чтобы понимать правильный спектр. И иногда говорят, вы такие были успешные, как же так? Да, успешные, но для нас был очень четкий ориентир. Ну, и это было здорово, потому что для меня, там, как для финансиста, который, в общем-то, всю жизнь работал как бы финансовым директором, исполнительным, то есть у меня такой, знаете, сфера управления в реальном секторе, для меня это было очень понятно, когда есть показатели. Сфера интернета, она бесплатно предоставляет такие показатели. Мы заходим в тот же YouTube или Facebook и так далее, там через администратора, функцию администратора эти показатели еще более подробно показывают нам нашу эффективность. Поэтому мы каждый раз пробуем, и аудитория, вы знаете, она каждый раз, когда мы начинали формат Commentators, мы понимали, что нам нужны ролики до 3 минут, и они были эффективными. Чуть больше, вот даже по времени, я уже не говорю по содержанию. Сейчас аудитория поменялась. Я имею в виду предпосылки, да, то есть люди уже начинают смотреть, мы запускаем программу, например, Меркес, она идет более 50 минут, и 60% досматривают до конца. Это очень хороший показатель эффективности. При там, этих просмотрах там, 30, 40, 50 тысяч, когда вот только свежий эфир выходит. То есть каждый раз мы смотрим, равняемся по вот этим показателям, по этим результатам, и вот так вот идем вперед. Все, вот в этом отношении мы очень все просто. То есть главное действительно анализировать аудиторию. Но то, что вот насчет телевизионного контента и вот этих вот там people-метров и того, как рейтинги эти измеряются, это как бы тоже спорные моменты, но все равно все, что есть у телевидения, это оперировать этими фактами, Только да? это, да, там тоже действительно вы правы, там было много споров, но говорю, хорошо, какие у нас тогда есть другие показатели? Нет, ну, значит, пока есть такие, мы будем ориентироваться на них. Это да. Да, и тут я, насколько вот сейчас слышала про тренды, во всяком случае, там, от специалистов по тому, как украинское телевидение работает, во всяком случае, уж не знаю, не слышала я такой открытой информации, например, о российском телевидении, там наверняка совершенно другой абсолютно рынок, но, может быть, эти тренды, они схожи в том, что если раньше проект, программа или целый телеканал, он ориентировался, сейчас это глобально тоже, безусловно, есть, там, что это женская аудитория, возраст там 35-55, и, соответственно, под это делается контент, да, то сейчас это бывают очень такие более размытые эти понятия, а если уже говорить, если на телевидении это все может уже размываться и меняться, то что уж говорить про интернет, где вообще, ну, вот как-то, когда делаешь новую программу, иногда сложно ориентироваться, потому что тут уже нет такого, что наша аудитория – это мужчины, которые работают, или женщины, которые домохозяйки и сидят дома. В интернете смотреть там ваш продукт могут, безусловно, все. Но что у вас точно есть как показатель, это аудитория или крымские татары, или же люди, которые интересуются крымско-татарской историей, контентом и прочим. Это вот главные показатели. А что дальше? Какой возраст, пол? Смотрите, каждая соцсеть, а мы же сейчас же как, не просто люди уже, сейчас наоборот, медиа, интернет-портал, например, в том числе, он уже выходит к аудитории. Не то, что аудитория к нему заходит, сейчас же обратная реакция, да, обратный путь. Поэтому мы размещаемся в 5 соцсетях, и там везде абсолютно разная аудитория. То есть если брать YouTube, то это аудитория более мужская, там где-то у нас 70%. В средний такой вот возраст, это где-то 40 лет, YouTube. Если говорить ВКонтакте, это подростки, молодежь в основном. Ну, кстати, у нас по гендерному приблизительно, кроме YouTube, вот только YouTube немножечко так отличается, там 70% мужского, а в остальном у нас где-то 55% женщин, 45% мужчин. А по возрастному однозначно, что молодая самая аудитория – это ВКонтакте, Инстаграм. Ну, Одноклассники, понятное дело. Это, конечно, больше пожилая аудитория, но она такая самая
скажем, самая лояльная, которая всегда нас ждет, смотрит. Мы вообще, когда выходили, ориентировались больше на Facebook. То есть мы для такой аудитории, у которой есть интерес ко всему национальному, то есть это не случайные люди, которые там образовались очень большим полем после закрытия телеканала ТР в Крыму. Понятно, что телеканал ТР продолжил свое вещание в Киеве и в Украине, но там контент, который, ну, конечно, вынужден был сократить культурологический контент, а мы его продолжали производить уже в рамках Караденис Продакшена. И в этом отношении аудитория очень быстро пришла к нам. Ну и, конечно же, так, я все сказала, ВКонтакте, так, Инстаграм, да, Фейсбук, Ютуб, ВКонтакте, я так вот, да, все 5 соцсетей. Поэтому там аудитория, она вот такая вот по возрастному, вот я уже сказала, Одноклассники это самая такая более такого возраста зрелого. Facebook, он немножечко сейчас тоже у нас подвигается по возрасту ближе там к 45 лет. Вот так вот, 45 средний возраст идет. Ну и Инстаграм это вообще молодежь. Она нас очень радует, там, ну, средний возраст 22-23 года. Вместе с... Это интересный срез, потому что, ну, самая же молодая аудитория, она в ТикТок ушла. Это прям вообще... TikTok, да, это вот пока не освоено наше поле, мы пока на этот счет штурмим, думаем, как нам туда. Но там, видите, там есть свои параметры предоставления контента, и мы думаем, какой же там контент может быть интересен в этом отношении. Но у нас не совсем же у нас полностью такой развлекательный, да, он у нас все-таки развлекательно-познавательный. Вот. Но я думаю, что мы как-то попробуем. У нас сейчас и штат пополнился еще более молодыми сотрудниками, которым там около 20 лет, не больше. Я думаю, что мы туда хотя бы попробуем зайти, посмотреть. А вы вспомнили уже о проекте «Меркез»? Историю пишут победители. Современные крымские татары – это потомки древних племен и цивилизаций. История – это такой процесс, когда одна культура доминирует над другой. Нас в своих же собственных глазах делает ничтожными, не стоящими. Алушта, она возникла еще раньше, чем Киев и Москва. Наша история – это, знаете, как от Адама до Потсдама. Крым схлопнулся до полуострова всего лишь 200 лет назад. Поэтому я бы говорил бы о том, что Крым – это пограничье, где две цивилизации столкнулись. Херсонес погубили генуэзцы. Они не татары, не тамерлан. Вокруг этого всегда крутятся мифы шовинистические, мол, раз вы крымские татары, то вы подраздел каких-то там татар. Не нужно выдумывать новый велосипед, потому что у нас есть уже само название крымские татары. Это как ток-шоу, как вы его называете? Ну, я так поняла, что это как ток-шоу, да? Ток-шоу – это как бы дискуссионная такая площадка, где лидеры мнений, авторитетные лидеры мнений в определенной сфере, где они являются специалистами или работают, да, или интересуются этой сферой, они высказывают свое мнение по той или иной проблематике. Я, может быть, что-то упустила, но это первый выпуск или ранее были такие подобные выпуски? Мы его запустили в сентябре месяце. То есть это новый проект, который начался в 2021 году в сентябре и сейчас продолжает, имеет определенное развитие. И мы подключаем не только те, которые вопросы актуальны, но и те, которые вопросы вот раз и резко стали, ну, вот, например, обрушение, ну, не обрушение, да, вот эта огромная трещина в Ханском дворце. Мы вообще эту тему всегда ведем и снимали и очень много программ на эту тему, прям таких вот расследовательских сюжетов. Делала Лиля Буджурова в 2017 году, ну, такой эфир со специалистами-реставраторами, историками на тот момент. И вот мы сейчас опять были вынуждены как бы в экстренном режиме в этот же день выпустить программу именно Меркеза об этой проблеме. Калга-Султан, когда там строят просто там какую-то гостиницу на месте дворца, и ну, тоже вот поднимаем эту проблему, потому что у нас действительно не хватает дискуссионных площадок для того, чтобы обсудить проблемы. Даже не политические, но это все равно проблемы нашего народа. Эльзара Ислямова с нами на связи, Караденис Продакшн, Crimean Tatars сайт, и в Ютубе можно найти контент. Вот мы поговорили о том, что есть и ВКонтакте, и в Одноклассниках, и в Фейсбуке страницы, и в Инстаграме, и, возможно, будет в ТикТоке тоже, да, и получается, что, конечно, да. Попробуем. Окей. И на самом деле так получается, что очень много площадок, но у вас и много
разного контента, да, то есть вот мы поговорили только что о том, что есть ток-шоу, там, где обсуждаются какие-то глобальные исторические, культурные темы, но в то же время и те, которые животрепещущие, то есть такая событийка, также отрабатывается вот этих вот культурных тем. А есть также образовательный и детский контент, и развлекательный. Вот расскажите, чем сейчас, каким таким живым новым продуктом вы радуете своего зрителя? Опять-таки, мы тоже начали, у нас, знаете, как свой год начинается где-то с сентября. Это, наверное, тоже еще такая телевизионная осталась традиция начинать новый контент с 1 сентября. Ну, так, наверное, есть, потому что летом люди заняты отдыхом, там, курортным бизнесом, ну и так далее. Поэтому, может быть, не совсем... ну, у нас, кстати, небольшой спад есть по просмотрам контента именно в летний период. Это тоже объяснимо и понятно. Поэтому мы начинаем некие новые свои проекты с сентября. И в сентябре мы запустили новый проект, вернее, мы его уже показали в ноябре, а стали работать с ним в сентябре. Это образовательный проект «Анателе». Это проект, в котором мы жили, наверное, несколько лет. Для нас это было, понимаете, важным, что крымско-татарский портал, который пропагандирует, даже так скажу жесткое слово, все, что связано с крымско-татарской культурой. К сожалению, и знанием языка, как неотъемлемой частью культуры, мы никак не могли создать вот такой эффективный проект по обучению крымско-татарскому языку. Вообще это оказалась проблемой, и мы поняли, почему мы даже на телеканале тоже его не могли внедрить вот таким вот. Да, можно было, и они создаются, их много, но они какие-то знаете, какие-то полумеры. А вот такого масштабного проекта, который бы был разделен на определенные циклы, вот как в английском языке, да, там есть цикл там elementary, потом pre-intermediate, потом intermediate. То есть у нас такого не было, чтобы по окончанию какого-то курса человек понимал, что вот пройдя его, он знает там 300-400 слов, он может общаться на каких-то 20 там бытовых тем, он сможет слагать какие-то небольшие, пусть предложения из 3-4 слов, но у него какой-то должен был быть, какой он результат получит, пройдя вот этот путь. Вот все начинают изучать крымско-татарский язык, а чем он закончится, неизвестно. Искали формат, искали потом, и все-таки самым сложным оказалось найти методику, по которой бы мы могли снимать. И это оказалось глобальной проблемой, потому что эти сферы практически не финансировались. То есть это было неким больше своим энтузиазмом наших преподавателей, методистов. И вот каждый как себе был гораздо. Да? Он там публиковал книги, они есть, но каждый подвергался определенной критике. То есть не было какого-то такого подхода комплексного, что вот создаем, смотрим, какая эффективность, и говорим, что вот это лучше, это хуже, такого не было. И мы, честно говоря, когда начали этот проект, тоже уперлись вот в такую проблему. Мы этот проект начали с методистами Крымского индустриального педагогического университета, там вот Миляра Ситарова, Енисея Бибулаева, им очень пришлось сложно. То есть у нас этот проект, он вызывает целый такой большой сложный путь от написания вот этих уроков, причем для взрослых. Вот я еще хотела подчеркнуть, что это не для детей, для взрослых, которые не владеют крымско-татарским языком. А у нас такое, подавляющее большинство. И когда мы начинаем упрекать их всех родителей, почему вы не разговариваете на крымско-татарском языке дома, как они могут говорить, если они его не знают? Ну хорошо, скажет он им 3 слова, но ребенок же, ему же надо что-то объяснять. Можно сказать, там, встань, сядь, там, принеси, отнеси, а дальше? И все. То есть нужно еще понимать, что надо для такой аудитории, занятой аудитории, которым сейчас некогда. Все понимают, что языки прекрасно учатся там в школе, в университете. Все потом это уже какой-то замедленный процесс. Это вечно можно учиться и ничему не научиться. Но тем не менее, какой-то легкий вариант. Человек должен знать, что он 10 минут посмотрел эту программу, и он для себя узнал 10 новых слов, 10 там каких-то оборотов, понял элементарно правила, понятно для взрослого, то есть это уже не для детей, не надо там как-то юлить, а четко, очень структурно рассказать, показать. И все, выполнить домашнее задание 2 раза в неделю, когда ты человеку объясняешь, что всего это займет у тебя 10 минут там во вторник и там 10 минут в субботу, у человека уже другое восприятие. Но надо же, это же не так сложно. Салям алейкум. Здравствуйте, меня зовут Тимур. Хочу вам рассказать о крымско-татарском языке. Это родной язык крымско-татарского народа, исторической родиной которого является Крым. И вот мы стремились к такому, я в этом отношении даже целевая группа, если честно, аудитория, которая, можно сказать, эффективна или нет.
И вот мы к этому процессу подошли, создали эти программы, в ноябре запустили. Я хочу сказать, что мы получили огромное количество положительных комментариев, также и критических. Естественно, они есть. Больше от преподавателей, которым, вот, понимаете, нужно... Они видят там свои элементы, какие-то недоработки. Но это правильно, мы даже по этому поводу собирали круглый стол. Но, тем не менее, то количество просмотров нам говорит о том, что мы двигаемся, в общем-то, в правильном направлении. Вот это из таких проектов, которым мы вот погордились. Мы долго к нему шли, но он есть. И вот мы сейчас уже подходим к завершению такого уровня А1, элементарного уровня. И для любого... Вы знаете, у нас еще проблемы с преподавателями. Они преподают в университете для студентов, которые знают крымско-татарский язык. И вот это мы никак не можем объяснить. Ну что же тут сложного? И вот это вот у нас постоянная такая проблема. Ну вот это вот один такой масштабный проект. Второй проект, ну вот мы о нем поговорили с вами про Меркес, и это прям была огромная потребность, и мы видим даже по тем, кто, мы думали, будет проблема в спикерах, но вы знаете, у людей уже настолько все вот уже за эти годы накипело, что люди идут, рассказывают, объясняют, спорят. Это прям вот хорошо, потому что ну, нужна такая площадка была действительно. Ну и третье, это, конечно, чем мы гордимся, это детский контент. Вот. Пропитывать детей крымско-татарскостью нужно с детства. Это может быть все, что угодно, но и то, что вот будет, конечно же, конкурентоспособно. Наши дети смотрят контент на любом языке, если он яркий, красивый, современный, звучный. Маленький ребенок, песенки, чуть-чуть постарше, какие-то яралаши а-ля. Вот мы, в принципе, берем такие же примерно форматы, но делаем это все на крымско-татарском языке. И наши артисты, сценаристы, режиссеры, они это все продумывают, представляют с нашей, конечно, культурой, с нашей ментальностью. Мы вот это показываем. Это у нас, например, Одур-Бодур, это такой а-ля Ералаш. Дингильда это а-ля, ну, такой вот формат, если брать очень популярный, кукутики. Вот, тоже там, ну, просмотры, вот мы сделали там по 200, по 300 тысяч уже, некоторые серии просто набирают. Это вот прям гордость наша. Я слушаю, и как раз тоже у меня параллельно возникают какие-то там или ассоциации, или вопросы, в том смысле, что, ну, если говорить про детскую аудиторию, с которой я ознакомилась вот совсем недавно, у меня там дочке 7 месяцев, да, и уже ища какие-то, вот какой-то контент, я стараюсь больше там на украинском языке, да, но очень много русскоязычного контента, англоязычного контента, и яркость этого, то есть мы включаем английские песни, потому что там вот супер контент, да, вот похоже, яркие веселые картинки эти же, или дети, или взрослые в каких-то костюмах, ну, как аниматоры такие. И есть очень артистичные эти актеры, и супер графика, и, конечно, уже имея выбор, ну, выбираешь что-то поярче, плюс ребенок же реагирует, это уже другой вопрос, на что реагирует ребенок. И... Конечно, мы детям сейчас не заставим даже смотреть, мы же сами говорим, не поставьте мультик, ну погоди, то просто он его не поймет, он даже не будет к содержанию, он будет смотреть все ярко, но это правильно, мы же сейчас в детях стараемся развить творческое начало, мы понимаем, что сейчас самое ценное – это креатив у ребенка. И вы абсолютно правы, у меня тоже ребенок маленький, это мой там такой вот 3 годика, и я когда стала выбирать, я смотрю, он даже сам вот это вот кукутики, есть, кстати, формат кукутиков и на английском, потому что это изначально американский проект был, и мы сделали наподобие, вот взяли просто, мы даже, ну, да, взяли как форму, да, пусть взяли как копию сделали, но мы сделали это со своими костюмами, с внедрением вот такой крымско-татарскости, там фесты, но песни тоже все крымско-татарские. Ну, правда, взяли несколько популярных, например, Baby Shark, да, он там самый популярный, там уже 9,5 миллиардов просмотров, но мы сделали его на крымско-татарском языке. И дети смотрят, слушай, такая же шикарная графика, по-новому сделанная, художники также отрисовали. То есть там такой пул работает специалистов, что, ну, это стал действительно конкурентоспособный проект. И мы смотрим сейчас кстати, вы говорили по аудитории, в Ютубе очень много аудитории тюркской, потому что мы много контента еще выпускали о наших, как бы, ну, как мы говорим, братьях, да, таких вот, как тюркоязычные, тюркские народы, их очень много, и мы их тоже показываем их истории, они к нам тоже подписываются, им интересно. Часто вижу в комментариях, ой, а у нас вот так, а у вас вот так, и они это тоже смотрят, и нас это радует, те просмотры, которые там, вот я говорила, по 200-300 тысяч просмотров там
одной серии «Деньги льда», и, конечно, мы видим по аудитории, что это не всегда только крымские татары. И это вот просто очень рано. Надо быть конкурентоспособным, абсолютно точно. А как вас находят? Если, то есть одна история это когда там знают, что есть Карадениз Продакшн, Комментаторс, но я полагаю, что есть семьи, которые, ну как-то вот от информационной какой-то повестки далеки, они, может быть, не слышали, не так хорошо наслышаны, и они больше как-то пользуются там тем же русскоязычным контентом, и даже, может быть, и подумать не могли, что есть такое на крымско-татарском. Вот как достичь и поймать эту аудиторию, и имея те инструменты, которые есть на тех же площадках в социальных сетях, они же разные везде, там в Ютубе и прочее, это или реклама может быть, опять же, таргетинг, это новые слова, да, и новые вот такие целые профессии есть, но это помогает найти аудиторию. Вот для того, чтобы продвинуть ролик на крымско-татарском языке, что вы делаете? К сожалению, нам вот эти все сферы, связанные с рекламированием, с таргетингом, они нам не все доступны. Не скажу, что все недоступны, но не все. То есть раньше это было доступно, но сейчас по санкциям мы немного не проходим в некоторых сферах и не можем. Но тем не менее, у нас самая большая аудитория из всех таких вот подобных нам таких медийных порталов. У нас, я уже говорила, там 238 тысяч подписчиков на сегодняшний день, и просмотры за прошлый год составили 49 миллионов по тому контенту, который мы выпускали в прошлом году. Поэтому там, где, ну, все соцсети, они же такие умные, они, если человек, там, крымский татарин, хоть раз там где-то там тегает что-то крымские татары, оно все равно у него может выйти в ленте. В любом случае, оно выходит. Во-вторых, есть масса групп по любым, там, свадьбы, я не знаю, школы, история и так далее. Они нам тоже все известны, они нас тоже хорошо знают, они иногда даже просят контент, можно ли там перепостить, мы всегда только за, мы даже можем не только мы просто давать даже свой контент, только с нашим как бы логотипом. Поэтому мы вот это тоже, то есть нас знают. Но все-таки самое главное, это, наверное, желание, потому что если крымский татарин не интересуется ничем крымско-татарским, ему это не безразлично, например, такие тоже есть, естественно, то ты хоть как к нему там заходи, ему все равно. А те, кто хоть раз там, вот ему интересно, и он нажал просто даже в Google «крымские татары», ему в первую очередь выйдет наш портал или наш контент, потому что он весь просто пропитан. Любой контент мы все равно ставим теги «крымские татары», потому что там только крымско-татарское. Ну, или связано с крымскими татарами, или связано с Крымом, в любом случае. Конечно, у нас, вот я сейчас вот только внизу была, у нас преподаватели в Скипоне сейчас записывают новый документальный фильм о средствах массовой информации крымско-татарских. И я хорошо знаю, что вот, допустим, в университете они часто говорят, а вот посмотрите там, да, там, а вот это посмотрите, вот у них есть. Потом в университете есть эти как экраны, телевизоры, и они постоянно крутят наш контент. Я знаю в школах точно так же, я знаю в садиках таким же образом. Потом от того, что они нас приглашают, и мы снимаем какую-то проблему, потому что не всегда телеканалы реагируют на какую-то социальную или проблему, например, там в школе не открывают крымско-татарский класс, и родители там бьют тревогу, они звонят нам. Или там не выдали участки, или наоборот на каких-то выданных участках непонятно, что строят, это было предназначено для... Они нас зовут. То есть люди потом нас ищут, и говорят, вот они же показали. Вот. Поэтому мы в этом отношении, нам уже как бы в Крыму, но я думаю, что у нас хорошая аудитория, которая нас знает. Но мы, конечно, не останавливаемся на достигнутом, всегда есть возможность расти. Вот такие примерно методы. Эльзара Ханум, а как вот все-таки по вашему мнению и по вашему опыту, что вы видите по результатам работы и портала Комментаторс, и вот на всех площадках в соцсетях, какая аудитория перспективнее что-то, какая больше больше хочет потреблять этот контент. Про взрослых вы уже сказали, даже про изучение языка, да, что это пусть 10 минут, но действительно во взрослой жизни уже нет отдельного времени там на учебу, если ты сам себе его не сделаешь, не доспишь какой-то час ночью и не поучишься, это крайне сложно, когда работа, там, быт, семья. А детская аудитория, ну, мне так кажется, что это, наверное, более перспективная история, потому что они язык учат, и даже если мама с папой там язык так не знают, то тут уже ребенок
подтолкнет, наверное, на то, чтобы мама с папой что-то изучали нового. Вот есть ли у вас какое-то процентное соотношение по тому, на какие проекты выделять вот сейчас время, финансирование, кому уделить больше в этом смысле внимания, кто за собой потянет и другую аудиторию, там, и от кого у вас больше будет этого профита и просмотров? Вы же на это ориентируетесь, для вас же это, понятное дело, что очень важно, это показатели. Всегда идет борьба за молодую аудиторию, потому что уже такая зрелая аудитория – это всегда лояльная аудитория, потому что, ну, в любом случае, к любому человеку, так скажем, рано или поздно приходит вот элемент зрелости. Зрелость, она в чем проявляется? Не то, что там столько-то лет, да, а он начинает интересоваться, кто я, откуда, какого я рода и племени. И человек начинает именно в этом возрасте, начинает вдруг искать книги об истории своего народа, начинает задумываться о всех там несправедливых событиях или там отношениях, которые были проведены в отношении его семьи и так далее. То есть там уже идет такой автоматический процесс у большинства людей, и мы начинаем интересоваться. Это где-то зрелость чуть... Не, бывает, конечно, вообще никогда не приходит такая зрелость, такое тоже имеет место быть. Но в основном, конечно, после 35 это однозначно. Но еще зависит, конечно, семья. Если в семье это всегда обсуждается, это важно. Важно там сохранять свои традиции, обычаи, говорить на крымско-татарском языке, знать историю, там, смотреть слушать крымско-татарскую музыку, отправляют детей на крымско-татарские танцы. Понятно, что не все из них будут танцоры или там певцы, может, этого и не требуется, но то, что они будут пропитаны этой культурой, однозначно. И это, знаете, это радует. У нас такое огромное количество сейчас ансамблей, там, танцевальных, вокальных, вот мы организовываем этот детский проект «Джан Лысес». Так вот, я хочу сказать, всегда борьба за молодую аудиторию, потому что хочется им показать, что наш крымско-татарский мир – это не что-то такое маленькое и что-то такое где-то там, и зачем оно сейчас нужно, оно что-то такое несовременное. Нет, наша задача показать этот мир огромный. У нас богатейшая история. У нас люди в современном мире занимают очень серьезные положения в каких-то сферах науки, там, бизнеса, культуры, великолепные историки, ну, масса интересных людей, ну, это была задача также и на АТР, и пока, ну, ох, ничего себе, какой у меня народ, я им горжусь, и я такой же хочу, и я чего-то достигну, и пусть про меня покажут, да, и вот мы начинаем, как бы вот, знаете, как зеркало, начинаем всех их показывать. Все. И начинается у молодого человека, его же зовут там Асан Асанов там, или Али Усинов, вот, это же мой, вот, а еще лучше, как всегда, все родственники. И вот эта вот гордость, она начинает по капелькам закладываться. Мы вот, кстати, еще один из наших проектов, очень старых, таких, я считаю, вот прям мы его на АТРе продолжили, это назывался «Тат-Лысес», талант-шоу детский, он начинается там с 6 лет до 16. Победители этих конкурсов у нас становились вот несколько лет подряд гран-при Таврийские игры. То есть, представляете, со всей Украины там. Ну, многих конкурсах, международных, в Турции, там, и в России, где угодно они участвуют и получают призовые места. То есть это такое талант-шоу, которое из 500 детей ежегодно отбирает 30 детей для финала. Что я хочу сказать, когда ребенок попадает, во-первых, куда попадает, он готовится к этому. Потом, когда он на протяжении года весь проходит этот процесс, интересный, красивый. И когда в итоге выходит на самую лучшую сцену, которую мы не жалеем, ну, это самое лучшее, даже без национальных моментов, то есть у нас самый лучший детский конкурс талант-шоу. У нас выступают дети, русские, украинские дети, но поют крымско-татарские песни или танцуют крымско-татарские. Кстати, не раз они были победителями, там Дарья Скрипка, чего стоит, она сейчас такая оперная певица, или там Дмитрий Манжус, или там, забыла, парня, он пел про флаг, в общем, Курнаков, победители. То есть у нас в этом отношении, то есть нужно детям давать все самое лучшее. А пройдя один раз, вот попадя вот в эту сферу, да, он просто понимает, все, вот оно, вот, потому что там же наставники опытные, там все это так серьезно, так это солидно, хорошие подарки, спонсоры, сцена, не знаю, отношения, ну, абсолютно все. И ребенок уже, это всегда оставит такой неизгладимый, как бы в лучшем, в хорошем смысле слова отпечаток, он будет уже просто другим. Вот это наша задача, мы всегда за детей боремся. Да. Чтобы они были нашими, крымскими татарами настоящими.
Эльзара Ханум, а вы вот сказали о том, что и там русскоязычные дети, там украинцы, там русские по национальности могут принимать участие тоже в таких вот конкурсах. Как вообще ну, вы видите глобальную эту историю? Потому что если есть конкретная семья, которая дома говорит на крымско-татарском языке, там в крымско-татарской школе ребенок учится на крымско-татарском языке, ходит на эти все танцевальные там какие-то кружки, участвует в ансамблях, но в то же время он где-то соприкасается в любом случае с детками, не крымскими татарами, которым вообще, может быть, ничего не известно о том, кто такие крымские татары и какая культура. И это вот такое вот столкновение, обмен культурами, это может быть очень, ну, кто-то более мягко как сживается друг с другом, да, а кто-то просто может не понять, да, тем более, если мы о языке говорим. Вот как это в идеале должно работать в тех же, то есть вот это вот, ну, понимаете, сложно это описать, да, но в то же время это получается, ну, как абсолютно две разные культуры, два разных языка. Есть ли вот такая проблема? Или, в принципе, дети гибкие, они находят общий язык друг с другом, Кажется, и обмен как раз вот этими культурными моментами, что вот там те же ролики на крымско-татарском должны смотреть, в принципе, не только, может быть, крымские татары, и язык, хотя бы какие-то базовые слова, например, знать, да. Может быть, в школах неплохо было бы, чтобы, ну, хотя бы как альтернативный один из уроков был по желанию, да, но крымско-татарский язык, о культуре, чтобы дети друг о друге больше узнавали, тем более, что Крым, он в этом смысле действительно очень разнообразный, и интересно же в это погружаться, да. Ну вот, есть ли какие-то точки соприкосновения, может быть, вы их видите, и вы для этого там что-то, вот как вы говорите, конкурс в то же время открыт для всех, чтобы это было действительно не как тогда, когда крымские татары возвращались там после депортации, да, и другие дети на них смотрели и не понимали, там, плюс эти рассказы, какие-то пропаганда, что-то еще, а чтобы это все вот как-то гармонично было, и все друг друга понимали, что для этого нужно сделать? видите, здесь же, конечно, вопрос, в идеале, как вы говорите, так и должно быть, да, это прекрасный обмен, мы же также обмениваемся, мы же тоже принимаем как бы такую внешнюю культуру, которая возле нас, она может быть разной, так и есть, и так и должно быть. Человек, ну, цивилизованный человек, он должен очень, ну, как бы, это в рамках культурного любого человека воспринимать, и впитывать, интересоваться культурой разных народов. Мы ездим в разные страны, нам же интересно, а как там те или иные народы живут. Отвезите нас именно, покажите там, как французы, как итальянцы, я не знаю, там, как турки, как египтяне. Нам же это все интересно, так и с нашим народом, и как и с любым другим. Другое дело, конечно, что мы имеем сейчас дело, ну, в Крыму, вот именно в Крыму, если говорить, ну, что это происходит на наших глазах, когда взрослые люди, да, или даже люди, которые ну, недобросовестно используют какие-то факты истории, начинают рассказывать под неприглядным видом детям и формируют в них некую, даже могут формировать в них некую враждебность. Печатая книги, например, да, которые там нас попросту там, обвиняя нас в каких-то там преступлениях, которых нет, огульно, или, например, делая в учебнике, там, вы знаете, эту нашумевшую историю там 10 класса, и пишут о там, фактах Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, и пишут о нас такие какие-то не домыслы, а как представляют это как факты. И, конечно, общественность это будоражит, мы начинаем возмущаться. Естественно, что там дети других национальностей тоже как-то могут по-своему это воспринимать, но дети воспринимают это как? Как им расскажут взрослые дома, да, потому что в первую очередь ребенок верит своим родителям. И от этого получается такой огромный ком. Кто-то это делает, ну, как это сказать, наоборот, чтобы это все было мирно, объясняя какие-то вещи, да, непонятно. А некоторые выстраивают вражду так, как им было тоже самим удобно раньше. Это как бы, знаете, как это сказать, как вот я иногда читаю высказывания неких людей, я просто понимаю, что это убеждение им подходит, потому что сейчас их семья, там бабушка, дедушка, они сами живут в крымско-татарском доме, даже до сих пор пользуются их утварью, и им легче считать, что крымско-татарский народ выселили там в зал какие-то вот эти преступления. И также они рассказывают своему внуку. Понимаете? И там что-то поменять,
ну, сложно, если только этот внук не будет достаточно образованным человеком, культурным, может быть, там, который может как-то мыслить, да, он прочитает, он поймет, он креативно, критически помыслит, и какие-то факторы повлияют, может быть, друзья будут хорошие, да, и он как-то проникнется этим, потому что вот у моих друзей есть там, допустим, межнациональные браки, я вот просто думаю, ну, и живут очень успешно, детей называют крымско-татарскими именами. Я просто понимаю, что этот ребенок всегда вырос там в такой, хоть он и русский, но вырос в крымско-татарской среде, и для них это было, более того, его, оказывается, родители, не родители, а бабушка и дедушка, они жили еще до военного периода в Крыму, они хорошо помнили крымских татар, они ему хорошо все рассказывали, поэтому для него это нормально, он знает крымско-татарский язык, он женился на крымской татарке, дети у них говорят на крымско-татарском языке, а он абсолютно к этому спокойно относится. Понимаете, даже очень хорошо, даже наоборот где-то болезненно, даже еще где-то там прям очень ему даже неудобно, даже иногда извиняется, что вот представители его народа иногда очень, ну, некрасиво себя ведут по отношению к нашему. Поэтому вот видите, это вот такой вот комплекс моментов, но я считаю, что все идет от семьи, конечно. Ну, я думаю, что это будет, знаете, стираться. Мне как казалось, это раньше, 2000-е, это уже не были 90-ми годами, когда все было жестко, потому что дети растут, они вместе учатся, они дружат, по-другому все. Но вот после 2014 года эти процессы снова обострились. Все-таки от большого телевизора никуда не деться, да, и, к сожалению, вот то, что вы говорите, действительно, что все идет от семьи, это, я думаю, что каждый наш слушатель, зритель, он действительно это понимает, может прочувствовать на себе, и это 100%, потому что если в семье действительно какая-то такая атмосфера нормальная, нет никаких неприятий, там, не дай бог, других национальностей или чего-то еще, то откуда это возьмется в ребенке? Ребенок, наоборот, на это будет со стороны смотреть с круглыми глазами, а в чем вообще проблема? Да, поэтому действительно это правда. И вот тут вот мы к финалу интервью подошли, и действительно так логично получается, что можем там призвать, например, если вдруг кто не знал про тот контент, который делаете вы на Crimean Tatars, это может быть не только крымский татарин, который вот, пожалуйста, приходи, смотри. Это на самом деле могут быть все, абсолютно все жители Крыма, разных национальностей, которым интересна история их родного, любимого Крыма, или которые недавно, может быть, только начали этим интересоваться, да, и, может быть, их родители приехали там на работу или как-то еще в Крым, да, но тем не менее они, или они там приехали учиться и остались, всякое может быть, но действительно это же интересно знать, что тебя окружает, какая история у той или иной местности, и какие-то вот даже там несколько слов из крымско-татарского языка для того, чтобы этот коннект, общение, оно было Конечно, абсолютно на другом уровне. очень приятно, когда заходит, ну, как мы здороваемся на русском языке, но если этот человек приходит к нам, или мы где-то, и я что-то покупаю, мне там говорят тоже селям алейкум, или сагул, или машалла, там вот у нас есть человек, который занимается там профессионально макияжем, визаж, прической, и когда к ней просто приходишь, и она тебя встречает такими крымско-татарскими словами, или можете там сказать, там, я не знаю, пек дюльберсен, там, машалла, там, хайрлы куллер, это, ну, такую симпатию. Также я могу, и там она вот, украинка, могу на украинском сказать, это все, вот перекинулись, но это совершенно, вы абсолютно правы, это совершенно другой уже, другая теплота отношений. Другая теплота отношений. У нас контент выпускается на русском языке. У нас есть и на крымско-татарском, и на английском языке. Но 95% всех просмотров это русскоязычного контента. Ну, где-то мы можем даже с сожалением это посмотреть, потому что даже крымские татары, они большинство считают на русском языке, но тем не менее, что это всем доступно. Можно поспорить, покритиковать, у нас там очень много таких вот дискуссий под нашими публикациями, но то, что если человеку интересно знать о Крыме, где он особенно живет, ну, конечно, это было бы здорово, если бы мы все знали о Крыме, о крымских татарах. И, возможно, к этому все и движется, да, тем более с теми усилиями, которые вы прикладываете. Я очень благодарна, что вы рассказали подробнее. Это интересный разговор, как от профессиональной сферы телевидения. Действительно, он пришел вот в сегодняшний Крым, какая ситуация, и то, что вы делаете. Подход был такой, в то время он был вынужденный. Мы прям, знаете, прям горели, сожалели, мы искали какие-то варианты, как же здесь сделать новое телевидение, ну, я не знаю, ну, потому что та аудитория, она же была такая плотная, она была сконцентрирована на Терре, это действительно по рейтингам был лучший телеканал в Крыму, он делил место с Плюсами, с Интером, там вот так вот, здесь в первой тройке из всех там 36 каналов, которые рейтингу
которые мерились, а которые не мерились, их было еще больше. Но вы знаете, этот формат вышел, вот что мы можем сделать так, чтобы мы могли работать в этих условиях, в тех правилах игры, которые здесь в Крыму. При этом, где может быть аудитория, и чтобы это было безопасно, заниматься теми вопросами, которые все равно нужны как-то. И вот это все равно оказался интернет, и несмотря на то, что я даже сама не скрою, что была где-то скептически относилась, а члены нашей команды, они говорили, нет, все-таки давайте попробуем. И я думаю, ну хорошо, попробуем, ну а там посмотрим, может быть, это будет такой немножко плавный момент, знаете, вот, потому что всех горело, всем было больно, тяжело, но в итоге это как тот росток, который вот стал расти, и уже вот сколько мы, скоро будет 6 лет, но мы продолжаем работать. Как хорошо, что сейчас есть варианты. Я, знаете, к слову, вспомнила о крымчанке из Керчи Маше Ефросинине, которые знают, ну, в общем-то, и в Украине, понятное дело, и за ее пределами. Вот, то она как раз, рассказывая о своей там профессиональной судьбе, когда у нее уже стало не складываться с телевидением, она начала искать тоже вот какой-то момент реализации, нашла его на самом деле в Ютубе, и ее это очень сильно ломало как телевизионщицу, потому что другой формат, все, ну, все реально отличается как-то, но тем не менее она там нашла свою аудиторию, свои просмотры и реализацию, что самое главное, да, это ты реализовываешься с одной стороны, с другой стороны это кому-то нужно, и вот здесь вот случается этот коннект, поэтому действительно для телевизионщиков это такая ломка определенная, но тем не менее, когда есть перспектива все-таки в интернет-пространстве, видите, даже уже, по-моему, 5 или 6 лет назад уже даже рекламные бюджеты мировые все-таки ушли в сферу интернет, в любые соцсети, но они там. То есть уже телевидение не занимает первое место по объему потребления рекламных бюджетов. Ну, вот уже мы только по Инстаграму видим, сколько людей новых оказалось, да, там, если там Моргенштерн и прочие артисты, и даже не только артисты, я не знаю, специалисты в разных сферах, там, бьюти-сфера, кто-то там, я не знаю, там, какие-то мастер-классы, там, психология, все что угодно, но люди могут с помощью соцсетей быть сами себе как бы вот продюсерами, режиссерами, на этом хорошо зарабатывать, делать себе имена, просто создавать абсолютно новые такие, знаете, как я говорю, компании такие, вот, и быть абсолютно независимыми. Да, звезды рождаются сегодня очень многие как раз в соцсетях, и потом уже их узнают на телевидении, а не наоборот, например. Да. Чего желаю и вам, вашим проектам, чтобы эти звезды, вот, собственно, как на небе появлялись, с сумерками и светили ярче и ярче для разной аудитории абсолютно. Спасибо вам огромное, Эльзара Ислямова, с нами на связи по скайпу в этом таком интересном интервью, разнообразном, гендиректор студии Карданис Продакшн, Саглнес, и можно найти на сайте Crimean Tatars, и Crimean Tatars можно найти во всех соцсетях, так что, пожалуйста, ищите. Эфир провела я, Катя Некреча, оставайтесь с нами на 648 АМ. Дякую.